Жители станицы Орхонской обнаружили в огороде своего дома захоронение времен Великой Отечественной войны. Останки несколько месяцев назад вырыли грызуны. Ребра, позвонки, кости конечностей они буквально выбросили на поверхность. Хозяин дома связался с руководителем поисковой организации «Харон» Аланом Татаровым. На этой территории Алан уже вел поиски 7 лет назад, но тогда они не увенчались успехом. Всегда бывает слух от местного населения о том, что где-то есть информация, или бабушка рассказывала, дедушка рассказал, что есть захоронение солдат. Притом и немецких, и наших, и советских солдат. То есть бывает уже предварительная информация о захоронении. Кроме костей обнаружили и монеты, датированные 1939 годом. Уходя на войну, солдаты брали деньги в долг. Согласно поверью, человек должен был вернуться, чтобы отдать его обратно. Эта находка дала надежду, что при них будут и так называемые жетоны, металлические пластинки с данными военнослужащего. Солдаты перемещались в направлении, скорее всего, с Гизельского направления, это Лагирская трасса, и шли в тыловые районы. Неизвестно для чего. Предыстория такая, что солдаты ехали по улице, немецкий самолет заметил машину и начал по нему стрелять. И был уничтожен. Говорили о 9-10 людях, которые сидели в машине. Это грузовая машина. Очень подробно описывали, женщина описывала, как это было. И мы предполагаем, что захоронение может быть большим. Алан Татаров основал организацию «Харон» 14 лет назад. С тех пор команда нашла около 2000 пропавших без вести солдат. Но только 90 из них опознаны. Раскопки в станице Орхонская планируют начать, когда установится сухая погода. Мы будем следить за развитием событий. Тамила Хамицаева, Тимур Мазаев, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.